وأهل مؤمن زبي دين السل أهلو دي قبوغ بروخل بيتليزن نجوي تلورال نعمتها زي شكر لن هبون هبزين توك ألهي عند أمون بيخي عصر بأنيجي حرف خسيج أغو خالق السل كلام كودو بشورال خاتم الأنبياء أورق لنطلون هسو أمة الدا غرسل رترال توحيد السل دولة داند بيتلرال دين لن إسلام جيتلون كودو هرورال هداب زوبال دا غرد هابرات لالدات أد هج أنيسلي عدين تاليح تلورب قوم تورات إنجيل دا تصديق باج عرب قرآن نتلر إمام الحمد لله أدم أورغاس كيرت سبرب كعبان نتلر قبلة الله سوروق إبراهيم خليلاس خدوب تيهابون خلق الدراج أن أحي برابروق أحي يسلي جواب هبور الشنال هالبالتون رجعون مسجد الحرام حلق أولي الله استعدقي رسون تأدب فرض أبرال روح ولب حرام راك ألدغو هج النعمت هلغيشون شكر قيمة لالز هبولب حرام حبيب جاني وهون قدر بور خراب قرآن جاني رشت نور ظاهر ثرب نور الهداية الدنيا وغان غرب دولا غوريش نتلي قبله باتي قودا جاني شوطول بترهانستا تسرج از شارل شال نيتل غوروني شويبغو فرزلول انت كاكالول كيريل هرب أمة هلغي نيتل غوريش هارور المناهل تاوبويال چوري چورون قوب ثرباك لتساباتسالي لم هج أغو كاني عذرباتاني تايمم هبيزي رس شورالغي نيتل خاصكو ناسخو هبي هج اب إسلاما سلطلوج أمومز أنرال ناسلا بيگي نيتل إمام زباز لورال مذهبالغي كون هزدا خدو أرال أتباعالغي نيتل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Лучшим началом нашей сегодняшней встречи, нашего маджлиса будут аяты Священного Корана, которых нам прочтет Кари Мухаммад Али. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья, добро пожаловать на очередной из маджлисов, благодатных маджлисов
ислама, маджлисов знаний, на маджлис, провозглашенный как маджлис единения, маджлис единства. И такая тема и такое название выбрано неспроста, потому что, если сказать о положении во всем мире целиком, мир стоит на грани глобальных потрясений. Особенно вся наша мусульманская умма находится в очень большой смуте, стоит перед большими угрозами. Если говорить о нас, говорить о нашей стране целиком, мы знаем, перед какими угрозами и перед какие сложные периоды переживает наша страна. И тем более наша республика многонациональная, республика, которая объединяет людей разных народностей, людей разных порою взглядов внутри религии. И сегодня самым основным спасением, главным нашим орудием должно быть единение наших рядов, воссоединение, сплочение наших сердец, наше братство. Потому что какие бы ни были у нас внутренние или внешние, или любые враги, их ничто не может порадовать, чем внутри нас наша рознь, наша вражда. Поэтому, альхамдулиллах, наша республика всегда пережила разные испытания. Какие-то люди пытались на почве межнациональную рознь привносить, не удалось. Какие-то люди пытались, привнеся сюда радикальные взгляды, стравить одних мусульман против других. Конечно, мы от этого периода пострадали. Мы пострадали от убийств наших алимов, от убийств наших граждан, той экстремистской экспансии, которая была буквально, можно сказать, недавно. Альхамдулиллах, хвала Всевышнему Аллаху, благодаря иману в сердцах, благодаря знаниям, которые распространяют наши алимы, наши мадраса, благодаря заряду сабра, которую давали нам наши духовные наставники, наши машайхи, альхамдулиллах, мы все это преодолели, и иншаллах в дальнейшем тоже мы преодолеем все испытания. Наша задача сегодня поговорить, напомнить и себе, присутствующим, и всем, кто нас услышит, призывы священного Корана к братству. Назидание, наставление нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассаляма к единству. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма в хадисе говорит: «Ла тадхулул джанната хатта ту'мину». В рай вы не войдете, пока вы не уверуете, сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. «Ва ла ту'мину хатта тахаббу». И вы не уверуете, пока вы все друг друга не полюбите. Указать ли мне вам на то, что заставит ваши сердца полюбить друг друга? Говорит, смысл хадиса далее таков. Посланник Аллаха говорит: «Афшу салама байнакум». Провозглашайте салам, наш салам, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Это мы при каждой встрече друг с другом, при каждой разлуке друг с другом, мы что говорим? Ассаламу алейкум говорим. Ассалам – это мир. Религия наша, религия мира, религия согласия. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, установил законы, установил соглашение, в котором в Медине он объявил как одну умму
людей, жителей всей Медины, а это были и христиане, это были и иудеи, это были и язычники, это были мусульмане. Ахлю Ясриба умматун вахида, он сказал. Ахлю Ясриб, то есть жители Медины – это одна умма. Конечно, кто его нарушил, тот его нарушил, но однако посланник, наш посланник Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, наша религия – это посол мира, где бы он не распространился. Поэтому сегодня тоже, когда мы слышим, обычно мы, дагестанский народ, горячий народ, темпераментный народ, очень торопится отвечать подобным же. На грубость грубостью, на оскорбление оскорблением, на провокации провокациями. Но это и дети могут такое. А наше главное орудие, как сказано в Священном Коране, не сравнятся добро и зло, говорит Аллах в Священном Коране. Ты борись со злом добротой, говорит Аллах. И тогда, говорит, твой злейший враг, тот, кто хочет вражды с тобой, благодаря твоей доброте, он превратится в твоего милейшего, доброго друга. Не все стоит, не на все нужно обращать внимание. Что-то можно пропустить мимо ушей. Что-то можно простить ради того, чтобы сохранить наш долг. Наш долг сохранения братства в религии – это ваджиб, это один из ваджибатов, потому что Всевышний Аллах в Коране сказал: «Иннамаль му'минуна ихва, фа аслиху байна ахавайкум». Воистину, уверовавшие лишь братья, уверовавшие, то есть настоящее братство – это когда мы на почве веры, на основе веры во Всевышнего Аллаха объединяемся друг с другом. Также очень легко нам поддерживать родственные узы, когда их взаимно с нами поддерживают. Потому что если твой брат, твой родственник, к тебе посетил, с тобой поддерживает связи, естественно, ты должен быть абсолютно глупым человеком, чтобы не ответить ему взаимно. Но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе говорит: поддерживающим родственные узы не является тот, кто отвечает взаимностью. Когда с ним поддерживают, пожалуйста, я тоже приду. Иннамаль василу, воистину, говорит, тот, кто поддерживает родственные узы, это тот, который их поддерживает, даже когда пытаются их разорвать. Когда тебя бросает твой близкий, нельзя обижаться, нельзя в ответ объявлять ссору ему. Сделай первый шаг, и ты поднимешь, восстановишь эти родственные узы. Спроси: я тебя чем-нибудь обидел? Я перед тобой что-нибудь тебе должен, брат? Мне очень было обидно то, что мы долго с тобой не видимся, мы не связываемся. Тот, кто делает первый шаг, тот ближе ко Всевышнему Аллаху, тот милее для Всевышнего Аллаха. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ла яхиллу лимриин муслимин ан яхджура ахаху фаука талятин». Мусульманину недозволительно находиться в ссоре более 3 дней. «Ялтакияни фаюриду хада ва юриду хада». Они встречаются друг с другом и отворачиваются друг от друга. «Ва хайрухум аллади ябдау биссалам». Лучшим среди этих двоих является тот, кто первым поприветствует, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Конечно, кто-то скажет: это тяжело, высокие награды легко не даются. Довольство Всевышнего Аллаха нельзя достигнуть, получить на удовольствиях. Довольство Всевышнего Аллаха можно получить, когда мы делаем то, что нам сейчас не хочется. Как можно вылечиться? Вылечиться от боли и болезней можно, только выпив горькую таблетку. Горькое лекарство. Поэтому, дорогие братья,
как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, «Хуффатиль джаннату биль макарихи». Рай окружен именно теми вещами, которым нам не хочется делать. Поэтому сначала хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто отозвались на наше приглашение на этот маджлис. Также хочу особо поблагодарить министра Республики Дагестан по национальным вопросам Энрика Селимовича, который сам вышел со мной на связь, поддержал наше мероприятие и обещал отправить представителя. У государственных чиновников всегда бывают очень большие задачи, мы это понимаем, поэтому также огромная благодарность нашим гостям, муфтиям разных регионов, до которых также дошли пригласительные. Здесь на мероприятие были приглашены разные люди, но у разных причин. У кого-то близкий человек скончался, у кого-то там болезнь возникла, мало ли. Мы любое узру от любого человека, мы всегда это понимаем. И, иншаллах, тот, кто опоздал, те присоединятся. И сегодня с этим своим выступлением хочу заранее еще сказать, что на этом мероприятии будут только призывы к уважению друг друга, к любви друг к другу, к прощению друг друга, почитанию наших старших, любви нашим алимам. Достоинство алимов – это очень важная вещь в этой религии. Поэтому в наше смутное, тяжелое время очень важно хотя бы не допустить, не сделать, не сказать то, что может стать причиной раздоров, причиной вражды в нашей умме. Да поможет нам Всевышний Аллах успешно провести наше мероприятие, иншаллах, получить награду за поминание Всевышнего Аллаха, чтобы этот маджлис Всевышний сделал кафаратом, искуплением всем нашим грехам, проступкам, которых мы совершали в разных сборищах. Но сейчас, в промежутке после каждого выступления, иншаллах, у нас будут и исполнения маулидов, иншаллах. Пожалуйста, хочу дать слово нашим гостям, которые прочитают несколько байтов из назма, иншаллах. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رسالة تبيت أتقر برخون خيرية وحبيبة دعوتهنا دين الإسلام الدي إنسو رسولان الله اسمسلو خير تلوشكت أمنا مكة يسو أهل دندقي حلطون حبيبة سيعمر كل هبنا كفر المختار بسوعب قوم سو قريش رسول چانگي برچانا بلال عمر عادل علو قبزه مشركين التجاب عقوبة تجو عذاب عقوبة يقرط لجل وصل إسلام سو تقردت أسرج أنا باقي على روق أرال شهيد زبز هبورا غزوات سو كوتا كلا بيتسون شعلي عينكن أبو جهل جنس بيت إرقود أرو توقع بيجي الله ابن مسعود القدرو أمة سلوغو سلطان صديق سل خيراتي خارجت أهل كينيجيت إبيت أنا خلق أسلوك أهايا الثور يلدا سرية بذكر مسلون زبارات از كولاري كانشي استبيخانا بيشون سوي إيمان شلون أحمد قدو هويدال الله جندا رازي شلون رضوان الأكبر شوانا أمة شي سيغات شلون سلسلة قد إهيج طريقة شلو أسلو إوهون رسول الله إسلام أشلو شرط أشلي شرع أشلو أحكام أشلي حكم قد إخصابون خط أبي العمر تانا جندر عدلو بيت إيالت أهل دين برسين شارو بيسون تانا استاقي الجنال دا سروخل بيشاسو الخزينة شيخيرية وعثمان أسحاب أورغا سياسة القون وطولي ودور تساونا دنيا أشلو بوصو دا صارت أمور مبارك توقعنا إيمان إسلام أشلو إيمان شراز دغرشلان أبو طالب العلي علم شاخولي برشاد علماء أزول أصلو إوهونا رسول لا إله إلا الله اسمك شزابنا شزاليا بسلسل إرسال نكتنا الله جنديت قرب حلال بوت داشون حبيب السكر باقي كداك الله سيك أرو كرن علم دال قرب عقو شعدو أمير عوف العبد الرحمن توقتنا إيمان شوك مكة يشول خانزبي خسبها بن قرقدال
Халидида Кербалю Кафурчидан де Чачо, Шел Халчада Бихичо Бахитлура Бахадур, Дур Хунара Рехседес Амру Карина. Хок Харашлова Тулю Батулил Бет Ирханчи, Чан Амру Дуца Чачо Хараб Ахл Яшул, Иман Хеч Эл Боязе Безу Ишара Улев, Али Адо Бахадур, Боязе Загельсичо. Алкарашлу Хадурси Хамзат Аббас Ил-Шайдал, حبيب استكبر بازك كفر ذبيحين قنا حول شراشلوك أنس أولي سعد وسعد ريخي دل راك أسلوتان تريج وتشمن خط الله روان الحتكي موزباري زهر وشي تشبازي زيد بن حارثة الحدور شغورت لإني الله سودين الجح روح بيشيز قاتكون قاتبا قرأ خلچن خون إني عن تابعرو إن سلق إساس بوسي زي رسول إذن وتقيدال أنسلان قوسن أسامات البوك أنا مؤتتال دي باللهم بويل جوجي أوناغو أورغ نقوسن كن كاني ونقوسيني رسول الله صلى الله عليه عدد خنقود إذا خلوصنجي صديقات أسامة تويتون أنا إن سول إرسال للشرب وساسو بحر تشلي بيخانه برغداجي دندية تشبازا بيال عدوريت أنا عمر دينا سخطولا دونيل ريخون تانا مخترس نخكونا مشركنا وكيغانا كفر زبي غورنا كرتورا بدولة بوس أسامة نخوصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب زبي راغدال غزوات تلقي هارون أوغي قدو هاويدال اسو سنة تونيزة تقبا خون الحالت إذن سيرات باخون مقيل هالمعصون جيبوك إذا بيترهن رزيل شلي بعمل خاصية تلاقي علم يشل بيش إيشون شريعة وإن تلاقي شفيعة سنخكوزي توفيق دائم هبيجي توبة نصوح الله روح بس قنبتهجي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Сейчас я хочу представить вам наших гостей, которые сидят справа. Ну, наших, большинство из нас все знают на лицо, но это люди приехали из регионов. Это имам Ахунд Благовещенского и Бирского районов Республики Башкортостан при ЦДУМ России Халясиддинов Ирек Хазрат. Также муфти Астраханской области при Центральном духовном управлении мусульман России Рауф Хазрат Джантасов, старший советник Верховного муфтия России, председатель Совета улемов ЦДУМ России Абдул Каир Хазрат Абдул Каиров, также муфтий Волгоградской области при ЦДУМ России Ильяс Хазрат Бектимиров. И вот ему я хочу предоставить микрофон для приветственного слова, чтобы он приветствовал от лица всех. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля хайри халькихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Уважаемый шейх Абдуджалиль Афанди, досточтимые братья, уважаемые соотечественники, от имени Центрального духовного управления мусульман России, от лица Верховного муфтия шейхуль Ислама, председателя ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддина и от себя лично, сердечно поздравляем вас и всех мусульман Республики Дагестан с наступившим благословенным месяцем Мухаррам, с Новым годом. Пусть Всевышний Аллах этот год сделает благословенным. И, иншаллах, дай Аллах, чтобы мы посредством добрых дел, посредством, естественно, поста в этот благословенный месяц, иншаллах, еще больше обрели богобоязненности и приблизились ко Всевышнему Аллаху. Верховный муфтий шейхуль Ислам Талгат Сафа Таджуддин 18 февраля съездил на международную конференцию в Бахрейн. И там в своем выступлении он обратился с инициативой выбрать верховного муфтия мусульман всего мира. И предложил он в качестве кандидатуры Ахмад Таиба, шейхуль Азхар Ахмад Таиба. И 75 стран, представители 75 стран проголосовали за. Ахмад Таиб, он шейхуль Азхар, все его знают, альхамдулилля. И получается, вот так вот это идет к добру, объединению, иншаллах, в единстве сила и мощь мусульман. Альхамдулилля. И с каждой страны уже будут представители, например, любых стран войдут в эту организацию, иншаллах. Вот такая инициатива была.
Альхамдулилля. И, пользуясь случаем, еще, альхамдулилля, когда Верховный Муфти сказал, что вы едете в Дагестан, и я обрадовался, что лично вас всех увижу и поблагодарю вас, дорогие братья, которые живут в Дагестане, поблагодарить от всей души, да воздаст вам Аллах благом, за ваше участие, которое вы, иншаллах, целыми селами собираете гуманитарную помощь для наших братьев и сестер в Газе. Альхамдулилля, я это очень прекрасно знаю, что вот эта ваша помощь туда доходит и обратная связь есть. И в Аллахе я очень за это уважаю вас и молодцы, просто с вас я пример беру просто. Альхамдулилля. Вопрос единства в целом считается одним из важнейших принципов в Священном Коране, а в хадисах пророка на этом делается акцент как на важном исламском принципе. Призыв мусульман к единству в Коране не считается просто советом или предложением, а обязанностью каждого мусульманина. Это значит, что подобно тому, как мусульмане обязаны поклоняться Аллаху на основе единобожия, точно так же они обязаны стараться на пути объединения мусульман. Священный Коран называет единство между мусульманами особым благом. Коран, напоминая о горьких временах разъединения и хаоса, также призывает мусульман стараться укреплять единство, так как единство в исламской умме было создано по воле Всевышнего. Священный Коран называет период джахилии эпохой разделения и разногласия, которая благодаря божественному дару ислама превратилась в единство и единодушие. В 103-м аяте суры семейства Имран говорится: «Ва'тасиму бихаблиллахи джамиа ва ла тафарраку, вазкуру ни'маталлахи алейкум идh кунтум а'да'a фа'аллафа байна кулубикум, фа'азбахтум би ни'матихи ихвана». Держитесь все за верь в Аллаха, не распадайтесь, и помните о милости Аллаха к вам в то время, когда вы враждовали друг с другом. Он примирил ваши сердца, и вы стали братьями по Его милости. Согласно исламскому мировоззрению, мир создан на основе единобожия и единства. Вера во Всевышнего Аллаха делает сердца верующих такими добрыми в отношении друг к другу, что словно у них единственный дух. В 92-м аяте суры Пророки Всевышний Аллах говорит: «Инна хазихи умматукум уммата вахида, ва ана раббукум фа'будун». Воистину, ваша община, о люди, единая община. Я же ваш Господь, так поклоняйтесь же мне. Согласно толкованиям, указанная в данном аяте единая община является общиной, в которой нет разногласий, и все ее члены на основе принципа единобожия придерживаются единых убеждений. Однако следует отметить, что хотя интерес к единству считается врожденным, вопросы, отличающиеся врожденным характером, сами, в свою очередь, нуждаются в воспитании и особом внимании, без которых они не будут процветать или подвергнуться различным опасностям. Религиозное братство, о котором не раз говорится в Священном Коране, играет ключевую роль в укреплении создания единства и солидарности исламской уммы. Во многих аятах указывается на религиозное братство мусульман в качестве одного из самых принципиальных факторов развития единства и единодушия мусульман и важного фактора в борьбе с разными видами разногласий и разъединений. Всемогущий Господь Аллах в 9-м аяте суры «Комнаты», после того, как приводит это общее правило, далее повелевает: «Ваин таифатани миналь му'минина иктаталу фааслиху байнахума». Если две группы верующих вступают в сражение между собой, то примирите их. В следующем аяте Всевышний делает больший акцент и объясняет причины этого предписания и говорит: «Иннамаль му'минуна ихва фааслиху байна ахавайкум ваттакуллаха лааллакум турхамун». Ведь верующие братья, потому устанавливайте мир между братьями, бойтесь Аллаха. Таким образом, данный аят призывает верующих относиться друг к другу по-братски и с любовью. А если же между ними произошло недоразумение или раскол, они должны подготовить почву для восстановления дружб.
А если же между ними двумя или несколькими мусульманами возникнут вражда и распри, то остальные люди из их окружения должны поспешить установить между ними мир и согласие. Пусть Всевышний Аллах объединит наши сердца, иншаллах, чтобы мы были едины. У нас есть основной один враг только – шайтан. И он провокатор, он сидит на своем троне, на море, и он войсками отправляет своих приспешников, джиннов, которые провокации делают. Потом эти джинны обратно возвращаются и докладывают. Один говорит: я 2 братьев поссорил. Но долгое время не прошло, как они помирились. Один говорит: я мужа и жену развел. Он ему на голову корону одевает. Знак того, что большое дело сделал. 2 семьи врагами сделал. Мужа и жену одинокими сделал. Разлучил их. В этом и сила шайтана, что имеется в виду расколоть, разъединить мужа и жену для того, чтобы одолеть одинокого человека, потому что поддержки уже нету, жена уже не будет поддерживать, муж жену не будет поддерживать, одинокого человека ему одолеть легче. И он также сталкивает бизнес-партнеров, а особенно мусульман он сталкивает. То есть я к чему это говорю? К тому, что мы должны уметь разглядеть, дальше посмотреть, откуда провокация идет. Мой брат, он просто попал под влияние там, шайтана. Там. Вот так вот, как наш уважаемый Мухаммад Расул говорил, надо, иншаллах, отвечать добром и, иншаллах, шайтану хребет сломать, иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Это был настоящий призыв, нужный, уместный, научный. Баракаллаху фик, Ильяс Хазрат. И от нашего джамаата мы вас, присутствующих всех, уполномачиваем донести до ваших джамаатов наши приветствия ислама. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сейчас еще раз слово предоставлю Хаджи, пусть он прочитает нам несколько куплетов из назма. Масланиги хабуле учивати чемихалда. Чарахарадун пакер калам кахти девала. Қарну хисиданлиги хадубуге б'иласле ибратасле букине дунгодиде чучула. Дарухичеб унтусле каралхал ихваназул. Ургил асавасара сурдоқади хичо. Далай диеги бачон чидай халт улезул. Халгидат аса араб саатси мукунаро. Сулук халешлу хинчеб тариқатаслу ахлу. Аландие захматал хухтул гирукунаро. Хукму қала жидирго нафсасли хабуларил. Hazmın ambak abratçı başçıdaki kolaru. Bitsinet amurastat asagi şuhunagu. Hancagi ma'na hiç ev kalra hizi kumbugu. Rahman asıl tsobalde muguçaygi habulagu ahlulun hiç önigi haburev kalamugu. Kaldi mat fasih hiyal hakimgi ve kunarin. Hukama az bitsara bitsine kolibugu. Bitsunellere qarab amal çırgol hiç öni hiçi alim gurilan abiço risecu. İslam masırit uxli betsasta bixularu. Basirat ko hiç ev qavm haq aldasat urula. Haq afin hezda asqob jidegu adav çola. Juber hiç ev hukmu şar'i hesidan de kolaru. Hediniş khadir hudul dinu İslam sunile. Duyoga batulari tsogida zegi habun. Sengi Kur'an hadisat hediniş khamal şuleb. Hadi ant adebasun gibaht butan habize. Rihulel şet abatsa habur finze haburab. حضور رسول أثر جلك الخط ولا بهجو. شلل شنال بهتانات جون ترب كريم على رغون تلشي جوقي قناعة وبقونا. لك أهل هانجي كونان الله توبه هبولل. هدينا شون هجوني مريد زول بيدشيب. ملاك سبع عدين ديدا سري جلاجون سرال مكرو حلزول حكم شيء بقونا. هوايل دواخين خلق الهونا نيجي. خليق أصلغوك إن كوشنتم بهولارو. المت سوكازعان علامة بتسانيجي. عمل جندر وشرخول شيء يستلزكوله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. У нас призывы к единению священного Корана и хадисов пророка саллаллаху алейхи вассаляма общие.
но проблемы разные бывают. Поэтому об этой же теме, о важности единства, сохранения нашего братства более подробно, иншаллах, нам расскажет Атаев Зайнулла Хаджи. Пожалуйста, Зайнулла. Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Вассалату вассаляму аля Расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух. Дорогие мои братья, когда человек слишком долго в космосе находится и потом приземляется, его надо заново учить ходить. Он ходить не может. Я не знаю, в каком космосе мы находились, что нам сегодня надо людям объяснять самые обычные, самые основные вещи, касающиеся единства. Единство нашей уммы, братство – это же базовые, самые, это фундамент нашей религии. Как так получилось, в каком космосе мы летали, что мы сегодня должны об этом заново говорить? Конечно, причины для этого есть. Мы сами понимаем, как мы оказались в такой ситуации, и поэтому хадисы пророка, алейхиссалату вассалям, аяты, где говорится о важности, незыблемости братства, единства, они снова обретают актуальность. Не просто актуальность обретают, мы должны очень четко понимать, что это стратегия. Быть сегодня в единстве, несмотря на различия, несмотря на то, кто к какому тарикату относится, это сегодня это стратегия. Это очень важная часть нашей стратегии. Ведь сейчас, по сути, речь даже идет не о том, чтобы сохранить тасауф. Нет. Все эти попытки, которые предпринимаются извне, все они, по сути, направлены на то, чтобы вообще уничтожить ислам. Речь идет о сохранении религии, не о сохранении тасауфа. Когда люди, не имея никаких знаний, в своем фанатизме начинают друг с другом спорить, будучи, скажем, мюридами разных машайхов, не имея знаний, просто на почве фанатизма, начинают друг с другом спорить, а порой это спорами не заканчивается, порой это переходит во вражду, в драки, в стычки, в кровопролитие, чему мы сегодня с большим сожалением являемся свидетелями. На этой почве, на почве вот этих споров, дебатов на этой теме, при полном отсутствии знаний и невежества возникают издевки, и тарикат, и тасауф высмеивается. Уже есть целые сайты, есть целые каналы, мемы, где высмеивают устазов, высмеивают высказывания, тарикатские высказывания, высмеивают наши с вами отношения. Это все, к этому все привел фанатизм, неправильное понимание религии. Поэтому сегодня очень важно говорить об основах. Основа – это основа наша в братстве, основа в единстве, несмотря на наши различия. Конечно, очень много факторов есть, которые влияют на выбор каждого человека, куда ему пойти, к какому примкнуть тарикату или же к какому шейху пойти. Это очень тонкая вещь. Там есть много факторов. Поэтому никогда в жизни, в истории исламской уммы такого и не было, чтобы все были в одном мазхабе, в одном тарикате и так далее. Такого сейчас тоже не будет. Мы с вами ошибаемся. Нам и простым людям, если уж улямаам свойственно ошибаться, то нам с вами, простым людям, тем более свойственно ошибаться. Но это такие ошибки, которые не должны стать причиной раздоров, причиной смуты, площадкой для обвинения друг друга в нифаке, в лицемерии. Вот все, что сегодня происходит, это вот все трещит по швам. Поэтому
этот маджлис неспроста был назван маджлисом единства. Нам надо перепрошиваться, нам надо перезагружать свое отношение к этим понятиям, к понятию единства, братства. Вообще нам надо быть сильными. Посмотрите, что в Газе творится. Столько арабских, исламских стран вокруг, но ничего же никто сделать не может. Война была недавно с Ираном. Почему мы должны быть абсолютно спокойными, что с нами сегодня не произойдет или завтра не произойдет что-то подобное? А если и произойдет, вот к такому моменту мы должны готовиться и быть сильными. Когда мы можем быть сильными? Мы можем быть сильными только когда мы все вместе. Во все времена могущество ислама, сила ислама, влияние ислама, богатство ислама всегда зависело от чего? От единства зависело. Только тогда был ислам силен, когда мы были едиными. Поэтому нам надо быть сильными. Сильными не в противостоянии друг другу, а сильными против общего врага. Вот как сказал Хазрат, против шайтана, против нафса. И поэтому вспомните, для интереса вспомните, когда была эпидемия ковида. Какая была паника у людей. Некоторые люди от паники там в магазинах сметали все, думали, ой, там сейчас будут проблемы с поставками продуктов и так далее, и так далее. И духовно тоже нужно готовиться ко всем сложностям. Рассказывают, были случаи, когда в одной палате, я всегда с болью это рассказываю, и мне становится страшно от этих историй. Рассказывают, когда в одной палате несколько людей, больных ковидом, и были больны, все достаточно тяжело больны, и, видимо, оборудования не хватало. Каждому человеку подносили к рту вот эту кислородную маску, чтобы он подышал, потом другому. Практически у всех было одно состояние. Когда вот человек, который этих там помогал, ухаживал, он рассказывает, говорит, когда от одного человека маску убрал, чтобы другому передать, он говорит, как на врага меня смотрел, как будто он меня, говорит, убивает. А именно братство, ислам, любовь к братьям в чем проявляется? Когда нам тяжело же, когда нам трудно, когда плохо. Помните эту историю, вот аналогичная история при жизни пророка, алейхиссалату вассалям, по-моему, если не ошибаюсь, в битве при Ухуде, когда много раненых было, одному воду поднесли, чтобы он воду выпил, умирал от жажды, и раненый был, он услышал стон, сказал, ему отдайте. Тому поднесли, он тоже услышал другой стон, он сказал, тому передайте воду. И вот так передавали, пока не дошло до первого человека, но он уже умер. Конечно, нам далеко до таких степеней, до степени этих сахабов и так далее, но посыл в том, что нам духовно тоже надо быть готовыми. Другой случай, в палате лежат люди, это всего лишь какая-то эпидемия, если так взять, никакой вражды нету, но именно в таких ситуациях проявляется натура человека. Такие же ведь ситуации, такие трудности могут же стать почвой для мести друг для друга. В такой же вот ситуации палата была, один человек, бедный, видимо, сильнее других, болел, храпел, тяжело ему было, а все остальные, кто в этой палате был, стали жаловаться медсестрам, врачам, чтобы этого человека вынесли из палаты. Это вот человечность. Ислам наш, иман проявляется в сложностях, в сафаре, в торговле, в каких-то действиях. Вот в таких вещах проявляется ислам. Я к чему это говорю? Не дай Аллах, завтра какая-то будет сложная ситуация, какая-то война с кем-то. И не дай Аллах. Мы себя как будем вести? Мы тоже будем раздробленными. Между прочим, наблюдая за этой ситуацией, мы должны понимать, а когда человек понимает, он предпринимает меры, это одно из наказаний Всевышнего Аллаха. Раздробленность на какие-то группы, это одно из наказаний Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах в Коране говорит, когда перечисляет о наказаниях, «Куль хувал кадиру аля ан яба'афа алейкум азабан мин фауқикум». Скажи, Всевышний Аллах говорит пророку, алейхиссалату вассалям, скажи, Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он, Аллах способен, Аллах могущественный на то, чтобы послать вам наказание сверху, как оно было послано на народ пророка Люта, на народ пророка
Салиха и других пророков. «Ау мин тахти арджуликум». И Всевышний Аллах способен наказать вас из-под ваших ног. Земля может провалиться под вашими ногами. Землетрясение может случиться очень сильное. То есть Аллах говорит в этом аяте, что способен наказать вас и сверху с неба, и снизу. И далее говорит: «Ау яльбисакум ши'ан ва юзику ба'дукум ба'са ба'д». Представляете? А также может вас раздробить, сделать вас группами, группировками. И одним из вас вкушать, делать так, чтобы одни группы страдали от других. Получается, разобщенность, если разобщенность есть, то это одно из видов, одно из наказаний Всевышнего Аллаха. А разновидность наказания Всевышнего Аллаха. Об этом мы должны думать, об этом мы должны переживать, и с пониманием приходят, естественно, и какие-то меры надо предпринимать. Поэтому у нас, альхамдулилля, мы же все в исламе. Даже вот в этой ситуации с войной, когда с Ираном было, тут же ведь тоже ислам. Уляма нам говорят, какую позицию мы должны были занимать, кого мы должны были поддерживать. При всем том, что там шииты, мы должны были поддерживать ахлюл кибля, мы должны были поддерживать шиитов. И здесь какая ситуация у нас? В одном мазхабе, в одной акиде, в одном направлении тасауфа. Были братьями, как в этом аяте говорится: «Ва'атасиму бихаблиллахи джами'ан ва ла тафарраку». Держитесь за верь в Аллаха и не разделяйтесь. Всевышний Аллах же не говорит: «Ва ла тафарраку ва'атасиму бихаблиллахи». Не разделяйтесь и держитесь за верь в Аллаха. Нет. Сначала Аллах говорит: держитесь за верь в Аллаха. А это Коран, это ислам. Держитесь за религию. Потом говорит: и не разделяйтесь. И далее в этом аяте говорится: «Из кунтум а'даан фа'аллафа байна кулюбикум». Всевышний Аллах говорит о сахабах пророка, алейхиссалату вассалям: вы были врагами, потом вы стали по милости Всевышнего Аллаха братьями. «Фа'аллафа байна кулюбикум». «Из кунтум а'даан фа'аллафа байна кулюбикум». А здесь получается ситуация: мы братьями были, друг друга любили. И что произошло? Что мы теперь должны становиться врагами друг другу. Это же мы же, получается, поступаем совершенно противоположно этому аяту. Вернее, наше состояние отражает совершенно полную противоположность этому аяту. Поэтому, дорогие мои братья, без всякого, не хочу удлинять речь, без всякого сарказма говорю, предложения, которые поступили, о том, что нам нужно определяться, это нормальное предложение. Определяться надо в тех вопросах, в вопросах тасауфа, в вопросах твоего личного духовного роста, познания Всевышнего Аллаха, познания души и очищения своей души. Это вопрос, в котором наша религия дает тебе большой простор. Выбирай себе наставника, следуй, и все. Это твой личный мир, это твое поле борьбы, битвы со своим нафсом, с шайтаном. Это твое поле, твой фронт. Больше он никуда распространяться не должен, этот фронт. Только на тебе, между тобой и твоим наставником. Поэтому, без всякого, повторю, сарказма говорю, если мы определились, наш выбор, который мы сделали, ни в коем случае не должен быть причиной для ненависти, для презрения к тем, кто с тобой твоего выбора не разделяет. Вот это есть вещи, есть много информации. На выбор человека, я повторюсь, влияют много факторов, много информации. Разногласий все равно не избежать. Это наша новая действительность. Вы поняли, о какой действительности я говорю? И поэтому завтра, если, не дай Аллах, будет кровопролитие, аяты и хадисы приводить о единстве будет очень сложно. Никто их слушать не будет. Поэтому давайте сегодня, пока ничего трагического не произошло, объединяемся со всеми нашими братьями, вне зависимости от того, у какого он шейха находится, они наши братья в любом случае. Очень хочется надеяться, что такая же позиция, такой же взгляд будет и со стороны
с противоположной стороны. Хотя, по сути, они нам не противоположная сторона. Противоположности, как я сказал, повторюсь, могут быть внутри. Внутри ты можешь, сам ты можешь сказать, что вот с этим вопросом я не согласен, пускай это останется у тебя внутри. Вот это наша действительность, это наша реальность, и надо с этим дальше жить. Возможно, перед нами станут еще большие проблемы, еще большие испытания возникнут. Чем крепче единее мы будем, чем наша умма будет сплоченнее, тем легче нам всем будет перенести эти тяготы испытаний. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Баракаллах. Что такое таассуб и что такое фанатизм? Вы все знаете, в исламе есть такое понятие суллямуль аулявият. Это значит степень приоритетности. В исламе Всевышний Аллах и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, что-то в нашей религии возвел в качестве фарла, что-то в качестве суннатов, что-то в качестве желательного. И мы должны придавать каждому соответствующее значение. Фанатизм – это когда человек занят не основными, не основополагающими вопросами и возводит на один уровень с основами этой религии вопросы второстепенные, вопросы желательные, вопросы дополнительные. Но как мы имеем право презирать человека за его выбор своего учителя и при этом на этой почве ему делать какое-то замечание? У меня вопрос. Если ты так критичен к людям, к их поведениям, сколько замечаний и насихатов ты сделал человеку курящему, когда ты увидел курящего? Насколько ты возмущаешься, когда ты проходишь мимо каких-либо злачных заведений, в которых совершается тягчайший грех. А когда ты видишь своего брата, который не разделил с тобой твой взгляд в чем-то, ты возмущаешься, ты превращаешься во врага его. За это ты как перед Всевышним будешь отвечать? Поэтому, дорогие братья, во всем этом вина в чем? Вина наша, вина в нашем невежестве. Нет у нас, альхамдулилля, нет у нас поводов обвинять друг друга, травить, оскорблять друг друга. На чем же строится братство в религии? С соблюдением тех запретов, которых посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, нам установил для сохранения нашего братства. Это унижение одного человека, унижение друг друга. Это клевета в адрес друг друга. Это значит неприятный взгляд даже в лицо друг друга. Все это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, нам запретил, чтобы сохранить наше братство. Иншаллах. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شهرك هنا بس. Сейчас предоставим слово досточтимому шейху Абду-Джалилу Афанди, который обратится к нам, иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракатух. Дорогие братья и сестры, благодарю всех, кто собрался здесь. Пусть Аллах запишет вам награду за каждый шаг, сделанный вами это место. Вот это маджлис ильму, собрание ради знания. Отношение подобных маджлисов пророк, саллаллаху, говорит следующее, передано имамом Муслимом. Не собираются люди в одном из домов Аллаха, читая книгу Аллаха и изучая ее между собой, кроме как сходит на них спокойствие, охватывает их милость,
окружают их ангелы, и Аллах упоминает их среди тех, кто у Него. Сегодня, когда на мусульман направлены стрелы со всех сторон, как никогда важно сохранять братство между собой. А какое отношение должно быть к мусульманам? Пророк, саллаллаху говорит в хадисе, переданном имамом Муслимом, мусульманин, брат мусульманина, он не притесняет его и не оставляет его. Тот, кто помогает своему брату, Аллах поможет ему. Тот, кто облегчит страдания, Аллах облегчит ему одно из страданий судного дня. И тот, кто покроет недостатки своего брата, Аллах покроет его день воскресения. Поэтому, братья, сегодня, как никогда, важно сохранять братство в рядах мусульман. Нельзя забывать о том, что происходит вокруг нас, о нападках на нашу умму и продолжающимся геноциде мусульман в Газе и других странах, о том, что происходит в нашей стране, и как враги страны пытаются воспользоваться этим. В угоду нашим врагам недопустимо разобщать наши ряды, следуя их страстям и интригами. Пусть Аллах дарует нам понимание шариата и тауфик следовать ему. Имам Раббани говорит в своих мактубатах следующие слова: «Знай, что благодать зикра и получение пользы от него связаны с соблюдением шариата. Поэтому необходимо наилучшим образом выполнять фарзы и сунны, отстраняться от запретного и сомнительного, и во всех вопросах, малых и больших, обращаться к ученым и поступать в соответствии с их фетвами. Пусть Аллах покажет нам истину, как истину, и дарует нам следование ее за ней, а ложу, и как убегать от него. Еще раз благодарю всех, кто собрался здесь. Прошу Аллаха собрать нас, а также наших любимых людей вместе с пророком, саллаллаху алейхи, в раю Аль-Фирдаус. Аминь, аминь, аминь. Баракаллаху фикум, наш устаз, да сохранит Всевышний ваше здоровье, продлит ваши дни. Почему же возникают такие проблемы? Проблемы в отсутствии и в недостатке наших знаний. К сожалению, беда, несмотря на то, что мир очень стремительно развивается, способов саморазвития огромное количество. Мы видим, что мы недостаточно стремимся к знаниям. Наши дети недостаточным образом ценят стремление к знаниям. Вспомним, с чего началась наша религия. С первого откровения суры Аль-Алак «Икра». Посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, ниспослано было первое слово «читай». И в этой суре ниспосланной упомянуто перо. Слово «илм» «аллама бил калам», то есть 3 слова. Посмотрите, эти 3 слова незыблемо до самого судного дня остаются эти 3 вещи ключами к познаниям. Чтение, письмо, калам и знания, илм. Вот эти 3 вещи упомянуты в первой ниспосланной к нам суре. Мусульманин должен быть в первую очередь силен своими знаниями. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе говорит, что воистину Всевышний Аллах любит сильного раба. Во всех рабах есть благо, говорит, но сильного раба. Сила что составляет? В первую очередь в наше время это знание. Один из ученых сказал, если ты хочешь, говорит, дунья
фа'алейка биль-илм. Если хочешь обрести мирской успех, то есть без мирского, без дунья, мы не способны достичь ахирата. Потому что пока мы здесь живы, мы должны жить, работать, созидать, поклоняться Всевышнему Аллаху. Здесь нам нужны знания. وَإِذَا أَرَدْتَ الْآخِرَةَ. Если ты хочешь ахират, فَعَلَيْكَ بِالْعِلْمِ. وَإِذَا أَرَدْتَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. А если ты хочешь, чтобы у тебя было и дунья, и ахира, мы все так хотим же. فَعَلَيْكَ بِالْعِلْمِ. Тогда тоже ищи знания, говорят ученые. Поэтому, дорогие братья, наши дети должны получать хорошие отметки, хорошие оценки по всем предметам в средней образовательной школе. Когда наши предки, когда лично мои предки, мой дед Баклукак Удияв, когда приходил, ему показывали 4, он говорил: почему не 5? Почему, говорит, не 5? Что тебе не хватает получать 5? Настоятельно требовал хорошие отметки в средней школе. Хотя тогда еще очень негативно смотрели на светское образование, потому что, к сожалению, светское образование тогда в себе содержали уроки атеизма. Но несмотря на это, истинные алимы всегда требовали хорошие отметки, хорошую успеваемость и в средней школе. Вместе с этим они говорили: тот, кто не способен за партой в школе учиться, он здесь тоже не преуспеет в шариатских религиозных знаниях. Поэтому наше отношение нужно менять к знаниям. И теперь, если мы будем заняты приобретением знаний, если мы будем, каждый из нас будет занят борьбой со своим шайтаном, «Инна шайтана лакум адувун фаттахидуху адува». Воистину, шайтан для вас основной враг, главный враг. Его берите врагом, его считайте врагом, говорит Аллах. И если мы будем находить этого врага, каждый внутри себя, и будет он с этим бороться, разве ему будет дело до того, куда кто ходит? Что кто-нибудь другой делает, если он не его родной сын, если это не его родная его супруга? У него есть ли дело до других? Конечно, если мы видим мункар, когда мы должны реагировать в обществе, возмущаться и так далее. Когда происходит перед нами какое-то преступление, когда какой-то человек готовится к мошенничеству, к присвоению чужого имущества, когда он совершает гибат, мы разве возмущаемся? Валлахи, редко мы возмущаемся в таких ситуациях. А видите ли, сегодня у нас есть время обсуждать выбор другого человека в его религии. Это его личное дело. Куда он пойдет, куда он не пойдет, какую школу он пойдет, к какому шейху он пойдет. Если мы вот это будем понимать, мы будем сохранять согласие и единство в нашем обществе. Поэтому я призываю, чтобы мы каждый день что-то прочитали из знаний. То есть даже пускай будет это какая-нибудь художественная литература, если ты другое не можешь читать. Потому что мы должны быть эрудированными, обладать широким кругозором, знать и историю, знать и современную политику, почему какие-то вещи произошли в мире. Тогда мы будем вооружены знаниями, и мы сохраним единство. Сейчас еще раз хочу предоставить слово только что подъехал новый исполнитель Назму. Умар, пожалуйста, прочти нам несколько байтов. Ибн Сақал қисаятле қиматлизе бажарарас босилац ақ циклум пайда дунял ухра бечелюле элдажани руге шинал хикматазул халхабурас хасел шедал туруларем бишила пихри идалго шибабрау ма'на ялде ибрат хабун валахарас нафсалдат атлилигилун тлавул майдан сөрүн көля Самавия блуд фаяшул дақаиқ алрич араста дун абурабраус бугем дарман хечеб захру шала Шаялдаса пахру шарау
خالق استشون راعيجو شيطابت سا كوارجي بوخون خيخولا هيو بالوانلون هوايالدا نخريتلارو نقا وخش شاكابوغو شكر تاني نعمتالغي نقمتالشون كولروغو كلام علم عمر ليال عرفان الشوغا فوقلا قلوباز دات لوج ايدال دنيا لاش خادور گيتسالا ديت سايلان ابو لستا ابليس هالت ادكر بقولا نفساني الحزوزاتسا حلاها بون لغشون كولا لغشية لجي ويجرو خالق اسو امرو تولا ايمان اسو نور گيت اعن تغيان اسو مهروج الا مناهزول قرهبيتون توبيلده وسونارو اسلام алде مغرق خراو مرتدلهن هلاكلو من وطلياش دويگي روتلون دور رحمتال سورن كورال سلوكاشول سرقبي لازي توفيق هبي الله هزول أدب حرمت كوزي إلهي وعلمو گيتلون عدم زول جنازة ضعيف النجدون رحمن من رزيل طلب هبون تهايا استبالب أحي هسول حرمت اللعلو نخجج أغو قبول هبه أقطب زول بركات الدي خول هبو للمؤمن زبي مناهز دات أسطلهن هلگون صدق دائم هري دورتسين باقين رشتون خدوب تعات اللو پيدا هجين هاروغ نجيا بترهن باخي هج القوم دسا دوي هبو لبلاغ لياسلو غفلات غلط سكانيگي صبعات إداو نجر بچد من رزيل مطلوبوغو معرو العدل روغونيگي من رزي وغواتني مناخت عمر لياس عبد هلاغ هاويلارو رياضة الشرخ كي كوغون هوايال دي ورجانيگي دورتسين باقين شون خدوسا خالداويت انشي كيلارو خيريا ودور حبيب السو حرمتها لعلو الله أهلوثن نجهج انيگي هارمون رزياز دسا هسول أمة هالدا غرشان أهل سنة أقرطلو لل رطل رالغون رقيناري نجعرست ميدان الدا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما أبدي بصلاة سلام في الله خلق شوقو خيريا دور حبيب أحمد دا آمين الله يا الله. Дорогие братья, в промежутке, хоть и ведущие, некоторые ремарки буду вносить. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, в своей прощальной проповеди и во многих хадисах всегда подчеркивает основные принципы единения. В одном из хадисов посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, говорит: вот всегда, периодически люди, которые хотят раскола, хотят вражды, а ведь за теми людьми тоже еще какие-то силы стоят, которые управляют этим миром какими-то процессами. А для этого нужна кто-то бывает заинтересован в дестабилизации. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в своих хадисах очень часто напоминает об общих наших принципах, вокруг которых мы обязаны объединиться. Аллах в Коране говорит: «Валя язалуна мухталифина». Рабы всегда не перестанут быть различными. Наши различия во взглядах, различия во многих критериях, во многих вещах – это дополнение наши друг друга. Не зря Всевышний Аллах в Коране говорит: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим. Инна халакнакум шу'убан ва кабаиля литаарафу». Я, говорит, сотворил вас племенами и народами для того, чтобы вы обретали знания, познавали друг друга. Потому что у каждого народа есть то, чему может научиться другой народ. У каждого раба есть чему поучиться у другого своего брата по вере. Если же мы будем приниженными взорами смотреть на свое окружение, ты никакой пользы из других рабов Всевышнего Аллаха не извлечешь. Поэтому ты всегда должен считать себя нуждающимся в этих знаниях, нуждающимся в
познаниях друг у друга. Когда у мудреца спросили, откуда ты получил столько мудростей, я получил и от знающих, и от мудрых, и от глупцов, сказал он. Ну, как же ты получил мудрость от мудрых и знающих? Это понятно, говорит. А как, говорит, от глупцов? От глупца ты чему научился? Он говорит, я перестал, то есть я получил, он мне показывал то, что как нельзя поступать. То есть от него тоже то, что кто-то делает плохо, это не значит, как у него учиться. То есть не брать этот плохой пример. Мы должны всегда стремиться брать друг у друга только хороший пример. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал следующий хадис, который нельзя забывать. «Ман салля салатана», говорит посланник Аллаха, тот, кто совершает нашу пятикратную молитву. «Вастакбаля киблятана», и смотрит в нашу киблю. «Ва акаля забихатана», и есть то, что нами зарезано. «Фадакумуль муслим лаху зимматуллахи ва зиммату расулихи». Это мусульманин, говорит, которого неприкосновенность которому гарантирована Всевышним Аллахом и посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. И не нарушайте эту неприкосновенность, говорит вот в таком смысле посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Вот об этом нужно всегда думать. Это человек, наш брат по вере. Сейчас я еще из основных, из таких вот хадисов, которых бы сегодня хотелось бы привести здесь хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, который гласит, есть ряд хадисов пророков, в которых он начинает «Ляйса минна», не является из нас, то есть не имеет ко мне отношения и к этой умме, к этой религии тот, кто совершил то-то, то-то. Посланник Аллаха говорит «Ляйса минна ман лам ярхам сагирана». Не является из нас тот, кто не милосерден к слабому, младшему, к детям. «Валам юкир кабирана», и не почитает взрослых среди нас. Сегодня очень многие взрослое поколение жалуются на то, что молодые не проявляют должного уважения к старшим. Это из хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Оказывать почтение, уважение, потому что он отличается в возрасте, он старше тебя, особенно если человек старец, этому человеку наша религия предписывает оказывать почтение. И в конце говорит посланник Аллаха: «Валам я'риф ли'алимина кадра». И тот, кто не знает нашим алимам их степени. То есть те люди, которые не почитают алимов. Потому что люди алимы, знающие люди, это стержень общества. Они ведут это общество к истине, отдаляют от заблуждения. Да поможет нам Всевышний Аллах придерживаться всех призывов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому сейчас я хочу предоставить слово Абдулла Хаджи Ацаеву, который нам расскажет, так как он мало кто знает о достоинствах своего устаза, своего шейха. Пожалуйста, Абдулла Хаджи, расскажи нам немножко и о своем шейхе, и то, что ты считаешь уместным сегодня нам рассказать ради сохранения сближения наших сердец, почитания наших старших. Пожалуйста, Абдулла Хаджи. الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى وسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. То, что Мухаммад Расул Хаджи поставил передо мной задачу рассказать о достоинствах наставника, это, конечно же, я не могу, потому что рассказать о них могут такие же, как и они. Мы расскажем то, что в наших силах, то, что мы сами знаем, понимаем. Во-первых, дорогие братья, Аллах Та'аля в Коране нам рассказал историю, когда Муса, алейхиссалям, вышел в путь в поисках учителя. Это Хизри, алейхиссалям. Бисмиллахи рахмани рахим.
когда он его нашел, он долго его искал, нашел, он сказал, Аллах Та'ala рассказывает, Бисмиллахир-рахманир-рахим, «Каля лаху Муса, халь аттабиука аля ан туаллимани мимма уллимта рушда, садак Аллаху аль-азим». Могу ли я присоединяться к тебе, следовать за тобой, чтобы я получил у тебя знания, которым тебе Аллах Та'ала наделил? То есть этот аят нам, Аллах Та'ала в этом аяте подсказывает, что нам необходим учитель, с которым мы идем на пути познания Аллаха, который будет нас обучать и вести нас по этому пути. Почему? Потому что не все можно взять из уст, из слов. Очень многое берется, смотря на поведение, на характер, на нрав. Ибо лисануль хали андак мин лисаниль макаль. Язык твоих действий намного красноречивее, чем язык твоих слов. И когда человек находится рядом с богобоязненным, благонравным, с обладателем высокой морали человеком, естественно, он, того даже не желая, впитывает в себя качество этого благородного человека. Поэтому нам шариат очень настойчиво предлагает находить для себя хороших товарищей, хороших друзей, хорошего общества, чтобы мы в этом обществе получали от них посредством халя те благие качества, нравы, которые у них имеются. В достоверном хадисе, который передает Абу Дауд, Тирмизи и Ахмад от Абу Хурайры, радиллаху анху, говорится, это достоверный хадис, «Аль-мар'у аля дини халилихи, фалянзур ахадукум ман юхалил». Садака Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям. Он говорит, человек исповедует религию своего товарища, друга. Поэтому вы узнавайте, с кем дружите. Это очень важный хадис, потому что он нам подсказывает, с кем нам надо провести время, с кем дружить и с кем, у кого взять ильм, у кого взять амал, у кого взять благие нравы. Особенно, дорогие братья, в наше время является очень таким острым вопросом вопрос подрастающего поколения. Потому что для того, чтобы они получали и впитывали благие нравы, высокая мораль, богобоязненность, им необходимо находиться в обществе таких же людей, хороших, богобоязненных. Но у них, к сожалению, это отсутствует. Они воспитываются негативом либо в мире интернета, в виртуальном мире, либо в реальном мире, на улицах города, сел, находясь в негативном обществе. Поэтому родители должны заранее думать, смотреть, контролировать своих детей, чем они занимаются, с кем находятся, каким делами занимаются, какие у них, и самое важное, друзья, товарищи. Мы должны их приучить, чтобы они с детства на такие маджлисы ходили в медресе и брали ильму, хоть мало, хоть много у алимов. И чтобы мы таким образом привили в них этот нехватающий в наше время духовность, привить в них благой нрав, привить в них высокую, красивую мораль. Аллаху Та'аля в Коране в очень многих аятах, а также пророк в хадисах описывает, какими качествами, какими нравами должен обладать настоящий истинный мусульманин, богобоязненный, муттаки. Например, 133-136 аяте суры Аль-Имран. В этом аяте Аллаху Та'аля нам делает васият, делает нам, имеется в виду напутствие, наставление, повелевает нам прямым текстом, чтобы мы стремились к благодеянию, благим деяниям, которые становятся причиной прощения наших грехов. Аллах Та'аля говорит, в этом аяте Он перечисляет некоторые сифаты, некоторые качества, которыми должен обладать муттаки, а и тот, кто боится Аллаха. Мы не будем весь аят
переводить, приведем вот это именно те важные моменты, те важные качества, о которых Аллах Та'ала говорит. Первое. Умеют обуздать свой гнев. То есть, когда у человека гнев, шариат ему очень рекомендует его обуздать. Потому что шариат считает самым сильным человеком того, кто может обуздать свой нафс, когда он в гневе. Первый сифат в этом аяте, один из сифатов в этом аяте, те, кто умеют обуздать свой гнев. Второе, прощают тем, кто причинил им обиду. Это сифат качества муттаки, чтобы он прощал того, кто ему навредил, его обидел. Еще качество, он расходует имущество на благое и в богатстве, и в бедности, и в трудности, и в легкости. Во всех состояниях он расходует свое имущество на пути Аллаха. Еще один сифат, они раскаиваются, потому что человек, он не безгрешен. У любого человека, кроме пророков, грехи бывают. И признаком богобоязненного верующего является, что он после того, как получается грех, он раскаивается и просит у Аллаха прощения. Не постоянствуется на этих же грехах, а просит прощения. Вот некоторые моменты из этого аята. Для бараката прочтем еще несколько аятов из суры Аль-Му'минун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Вот этих 11 аятах Всевышний Аллах Та'аля перечисляет, какими качествами еще обладает истинно верующий мусульманин. Первое. Смиренность во время совершения намаза. Совершение намаза смиренно, с хушуром, хузуром, спокойно, не отвлекая на разные ненужные ни мысли, ни дела. Это первый сифат. Избегает разговоры, которые не приносят пользы или добра. То есть всякая речь, всякие разговоры, которые бесполезны для ахирата, или в котором нет добра, или же пользы, от этих разговоров они избегают, остерегаются. И регулярно раздают закат тому, кто ее заслуживает. Оберегает себя от незаконных половых связей. Сохраняет доверенное имущество или же тайну. Это тоже, к сожалению, в наше время очень отсутствует, сохранение тайны. Соблюдает все свои договоренности, обещания и договоры между собой и между Аллахом, между собой и между людьми. Регулярно совершают намаз в отведенное для него время, выполняя его требования и обязательные предписания. Вот, дорогие братья, вот эти все качества являются признаком истинного верующего, у которого истинная крепкая вера и богобоязненность. И не будет с нашей стороны преувеличением, если мы скажем, что в наше время примером обладателей выше приведенных качеств и нравов был наш досточтимый шейх Аид Афенди Адасалу Сираху. Он на личном примере помогал многим стать хотя бы частичными обладателями этих качеств и нравов, и по безграничной милости Аллаха войти в число его искренних рабов. Мы знаем, что к нему приходили тысячи муридов, которые погрязли в грехах, в любви к мирскому, любви к высокому положению, и они баракатом устаза и по милости Аллаха возвращались на путь покаяния и на путь исправления. Он был образцом прекрасных нравов, высокой морали, не только в отношении к людям, но даже в отношении всего окружающего нас мира. Например, вот мы, находясь рядом с ними, замечали, как он даже контролирует соблюдение порядка, чистоты, где бы он ни находился.
Вот черкесцы знают, когда в одном месте, в одном зиярате ехали, мы остановились, было куплено мороженое, все съели мороженое и разбросали бумагу на поле. И он встал и своими руками начал эти бумаги собирать. Вот пример богобоязненного человека, который полезен для своего общества. И вот, дорогие братья, Саид Афанди, он был таким, и он сделал такими многих своих учеников. Он поднял на такие высокие степени, большое количество своих муридов, и некоторым из них он сделал своими мазунами и поручил им наставничество. Одним из них является наш наставник, который, если мы будем смотреть со стороны, наблюдать за ним, не будет лестью с моей стороны перед наставником, пусть он меня простит. Вот эти все качества, которые мы прочитали в книге Аллаха, они все в нашем наставнике мы замечаем полноценным образом. Это не просто так, это милость Аллаха Та'аля, которая дается своим любимым рабам, и это достигается посредством долгого, упорного труда над исправлением своего нафса, над исправлением своих духовных пороков и болезней с помощью других наставников. И альхамдулиллах, что Аллах Та'аля нас не оставил, не бросил, дал нам наставников, которые могут провести нас по пути богобоязненности и по пути благих нравов. Аллах Та'аля дал нам такую милость, что мы были свидетелями, когда Саид Афанди Адасаллаху Сираху давал иджазу нашему устаду. Я был один из двух свидетелей. Один я и другой Саадуллах Муналчурат умер он. Вот мы оказали теми людьми, которых Аллах Та'аля возвысил этой милостью, быть свидетелями того, как Саид Афанди давал иджазу нашему наставнику. И со слов Саида Афанди это было сделано именно по ишаре и по велению Мухаммада Афанди Баулского. Далее, дорогие братья, также нам посчастливилось быть в числе тех людей, которых Саид Афанди Адасаллаху Сираху собрал в Черкее для того, чтобы сделать повеление Амру нашему наставнику. Это все снято на видео. Еще одна, дорогие братья, когда в 2002 году наш наставник наш устад Саид Афанди Адасаллаху Сираху отправлялся в хадж, есть письменное подтверждение, в котором он передает все свои полномочия нашему наставнику, если вдруг он из хаджа не вернется. Поэтому таким людям давать оценку мы не можем. Мы первоклассники, а они профессора. Как может первоклассник оценить и дать оценку профессорам? Нам остается, дорогие братья, воспользоваться тем шансом, который нам дал Всевышний Аллах Та'аля. Это быть рядом с ними. Даже если не физически, то хотя бы духовно. Стараться выполнять те аурады, которые он, устад, нам поручает. Не просто формально, а на самом деле искренне, сердцем, с худуром. Также нам остается, дорогие братья, всячески быть рядом, оказать содействие нашему наставнику, когда в этом есть необходимость. И если у нас это получится, то видеть в этом не нашу заслугу, а милость Аллаха Субхану ва Тааля. Дорогие братья, наше время очень смутное время, очень много таких моментов, о которых говорили предыдущие наши братья-спикеры, алимы, выступающие. Мы очень много негатива слышим, но тем не менее нам наши алимы рассказали, что отвечать на зло злом – это не путь ислама. Отвечать на нападки нападками тоже не путь ислама. Путь ислама – эти люди, которые подавляют свой гнев, не дают волю своему гневу, которые отвечают на зло добром, которые отвечают на грубость мягкостью, которые, думая о завтрашнем дне, о судном дне,
стараются соблюдать в этих вопросах сунну пророка, алейхиссалату вассалям. Нас к этому призывает арикат. Разве мы не видели на примере Саида Афанди, на примере нашего наставника, как они относились к тем нападкам, к тем негативным информациям, которые на них наливалось? Вот мы черпаем силу для этого от нашего устаза. И альхамдулиллах, что мы из числа людей, которые Аллах Та'ала направил, наставил на этот путь. Поэтому, дорогие братья, я здесь не затрону многих моментов, которые можно было бы затрагивать, потому что наш маджлис не для этого. Наш маджлис, чтобы мы пришли к единому общему знаменателю, который есть среди нас. Это мы, альхамдулиллах, мусульмане, мы, альхамдулиллах, последователи мадхаба, одного из мадхаба, в данном случае шафийского. Мы являемся последователями, то есть ахлю сунна валь акида, ашаритами. И, конечно же, мы являемся последователями тариката. Хотя в данное время среди нас произошел какой-то раскол, надеемся, это все прекратится, и мы вернемся к своему первоначальному объединению и единству. Пусть Аллах Та'ала продлевает здоровую, долгую жизнь нашим наставникам. Пусть Аллах Та'ала даст нам тауфик следовать ихнему пути, ихним нравам, ихним моральным высоким степеням, и чтобы мы старались исполнять ихние аврады и посредством этого достигли довольства Аллаха. И чтобы последний вздох у нас был на словах «Ля иляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах, ассаляму алейкум, рахматуллахи ва баракатух». Джазакаллаху хайран, брат Абдулла Хаджи. Очень сердечные, искренние призывы и наставления. Также я хочу сейчас предоставить слово Али Хаджи Аль-Кикуни, который нам расскажет о завещании Сайфуллаха Кади Куддиса Сирруху. Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Вассалату вассаламу аля хайри халкихи ва ашрафил мурсалин. Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, амма бa'д. Нижада абнитлер majlis aldı. Halde bişun lik alşun bihana Sayfullah Kadiyas Kuddisa Siriyas Jindir zamaniyel Jindir muriza baze habule buk aravasiyet Nijada kula nitlet zahilda amal habunani Yedin stot sulhigi nitleda janibe baç ilin işgal heç ugu ve dinangu hu inligi ve dinangu bertsinalt abiat halgi tasavvuf aldasan murat lunjib kuleb Şibhebin abunani Sayfullah Kadiyas Kuddisa Sirres Kadulubugu Allahumma vafikhum li fahmi ma khuliqu lima khuliqu Bet anladut seziye tevfik eyle hezdal hazibuk ize sunde'ulu Allah se rijunu gelabun Allah asnit rijun heç'u da'ba qetsalle Allah asnit rijun heç'u tsugi da dunyalal dasan ihtilat kepu size dunyalgi Allah asnitleye zarurat buk inal hep kumugu nitl malaikse bi heç'u liyel Ama nitrijalugu ibadat halki Allah's Kur'an al-darih suk. وَنَبِّهُمْ عَلَى اتِّبَاعِ السُنَّةِ وَتَرْكِ الْفِتْنَةِ Dutsel kant ize gehare avaragasıl sallallahu aleyhi ve sellem sul sünnet alda nakritlin alda şungi fitne teyalda şungi. Fitne kide buk ule, fitne buk ula avaragasıl sallallahu aleyhi ve sellem sul sünnet Nitletse tarav zamaniyel, nitbat abad el ahvazda nakharav zamaniyel, ve avraga su sünnet aldajanir mishala bi emiralu tsu misal bachile. Kharav Abu Jahli dasan tsu sahabiyo, dosta khamulyo jindara arab zamaniyel. Avraga sabra sallallahu aleyhi ve sellem mezhebu gila kharastegi şular hep Çaguyese gizaral habulevju. Ay ikrimet
радиаллаху анху жу хаду шаилун харау жу госулва сукиял жаканитлеца бусун до царги кун какарав заманел до су тухум бақилериш вацилданд аучио какарав заманел госу тухум бақилериш هدینگی بسور با بیجاق توش با بیهج اوگویش رو گل نیتلت زهادین را الله هیچ اونیگی ابود سو مثال ویدین المثال بی چند هج الاورا صلی الله علیه و سلم سل عمر الدجانب فلأجل ذلك أيها الإخوان هل علويلا جندر واتسال أوصيكم جند سنجد وسيئة بلوبو بالاستقامة والاستقامة حبقنوخ نوج شرعلونو خالداريت انچيلدل اختوز دا قالب كولا هب استقامة يلو قدر الشريعة يلو قدر الچيوك قليلا سيرات باخولا قويت انچارو لونينابون هب كولا أورغا صلى الله عليه وسلم جندر حقا لوت أولي شيبتني هود أولي سورة جند قحبرز باكيزا بوليلا هلا جانب آيات بوكينا فاستقيم كما أمرت دود أمر هبرا كوزا لويت انجينابون هادينجي نتلدا الشالانيت أنت إلا قوة كالت نقرأ قرى زعيف الله زالوكي دون الله لو چوريجي چورپاگي تلوار زمانل ويش نتروك إنك الله أسنتلك قرب دخوني رخ نتلت ستسونو لفون دنيا الله شول أهواز وخلصات تزوخ نتلت سهبي چولارشون ردال بقاني دا الله أستي رسولشون قربو جبت سبيجي أبون قرهج أبشينم جونا قيابولشون وإخراج الأنانية منكم نجد سنجرك اتلقي باقي زي الأنانية دون أبو الإبراي ابدون أبو الإبراي قرال هزتانني رس هجوه الإنسان جواتي جوغو فرعون العمل يشاولد الأول بقدس سيرو سعيد أفنديس أنانية تلو قوة برهدل قد إبزاهير الحنا بلقو يا مراد دنيا الله شو خانشيد أسابي شدل طوبيج أجاني تمجاهل الأسارابخ الأنانية هبوغو حقيقة تلدنيت داندرا غيزة كوليجو تصوف الآلو الله أسابي شنبك لولارجوغي كولابشة كبر هلدلون جباج أولوبك إنل خدو قالل دستان كولا ورعاية الآداب آداب تسونيال دلون جينامخ نجاة سودين الثوات سسبيسانا مسجد الله محمد قدس سيرو انتون عمر الأخير الدوغ زمانه معروقات خير وشواج أني لغوخ وستد أدري تشازرسكي هجوغو وسي قلو قلوك أرو علي أصحابي تساوموك والله كنا زوغو درجة أدي عن هبيجي جنت سعدب بوردو راهلين كينيجي مون معروق خواج أرو تشوغو الكدل دور أسترستا برج أزه هدب بوردو نسان بالهن دوسوخ أبن دوس أبن إلى أعزان اللهين الله تسوناجي جنت سيب أدب تيل دسينامو أدب تيل دسانينام يدينا بوك أنا سرج أحري المريزة بزو أدب نجاخا مولد حلو علي حجز نجي دومخر نجي بيتسر الدسان كولا سبيل ديروس تسولت إفايل سويوغي مريدس تات سويوغي وقون تسوغي مريدس سبي كاكبالا روانين أبن دوسول أدب تسونوخ ويبوغو جاقا نتلي قرار الدسان واتسوخ نيت حقيقة تلدا سبي عرب نظام gibi خون الله دنيا سلعت الهدري شيدل وديني الصرالجي قلو قلجي الله نتلي امتحان شكدل نجد بخلبو نتلي قويدة هب طريقة چانگي عرب الكابز دروغل تسوتسوية زعدنا عادت يبقو چوز بجلتون تلولي بك نتلي دالحازي كولا هبوك حقيقة تلدا بصربان چياسي بوك استرجن أورا صلى الله عليه وسلم سو حديث بوك إنسان استجانب هنال كسك بوك إلى جيب لك لاناني إنسان لك لولو جيب كوش لاناني إنسان كوش لولو يبو نتلتسا تاديك وارك يلجو كزي كولجو
فإنما هي رأس المال هب أدب توني هبوغي لكن نمني جيجو أصلو وخاصة مع شيخكم وخلفائه أولا دور أسترست خونجي هسول خلفاء خونجي ثم مع كل أحد كنو نيجي تشيستخ أنيم كذبه ولا رتوح أسترسول أدب همنا أما جندر دين الواتس سول أدب تذبه بهولابن نتلد الحزي كل جاق نتلد سوتسال أدب هبيال درت لربوك إزبوك نتلد أستر زبازوك هبول أدب سويبل إنسول هيمالوغونا نهادل هيمالازو تسعد خنبوك أدب درت لربوك أولا دوز إبل إنسول هبول أدب جهب حالار جوج ولا يكون منكم مجادلة مع أحد تونيجي تشيست خنوجر دعبا قتسبوك أوغيل جاقت ليتسا نتلدا أبوليبوك دعبا دينامخ نتلدا بيخول داغستان قويدة سقويدة ناركمانيا ثورا قلت سبين بوكي تسوغي دا نيغاتيوني راقت سبين بوكي نيت آخر زمان يثروغ الزعيف الله زالوكي إسلامي الدين كورا العدم الدهالوكي اب زمان يلكي نيت راغناني نيتلر مثال شيكول نيتلر مثال كولا جيب جوقول أزازر تراراج أولى بالنيتسا دا تختر زبيكي فلشرالكي تسوتسات راغيل القاتان ديل روغناني ترال ساخلي زبرس بوغيش هيج ابليدوخ ابجو نيتلر دالحازي كيلاري شواتسالخ عكسالدا نيتلروك إنكي نيتلر أستر زبازة نيتلتسا كومي كابوليرات هناني نيتلتسا حقيقة الدعامة وخلقة لبيت أرابي تشيكولي هبوغو تاتونال دس محمد رسولك قدس سيرو حسن أسترس قلب جين درعني لديرو أسدود مكتوبة تلدا مريزة بزت أريقة تلو بيتشيكولي بوغين أبون منعدين السو عليم تشياس هدين كلوناني جودو بيهالي بوكولينام نتلي جاقا قرع ربوغو نتلي دات سريروغل الله أس نتلي كلور المشايخ زب بزول أدب هابو لبكوتس نتلي دات سر خروغز دا مالتيس الله سيتلي توفيق اجي نتهج أقوبك إن تسوق أدية قوقلون شبغو خوادي الثورقال أدب الثورقال شبغو الحيج وأخرجوا من حولكم وقوتكم إلى حول الله وقوته نجر قيلة نجر حل قوة الدسان الله سو قوة حلت كنا الله استسان بكم لما أنه لا يطرأ لكم وعليكم إلا بعد الإثبات عند الله نجداد سوني جباج أولاريلا الله استاسكو جيب شنغروك وجف القلم أي الله حكم أبنغروك وليكن منكم إثار أخيكم من نفسكم نجد سنجر واتسكيت أسويش نجر بنفس دسان كما فعلت الأصحاب أصحاب زبازهب ربكينيك نتلا داري قولا رجاقا سبقيا نتلا سدينا ثوات سستمون فاسقنا بزي من منافقنا بزي نتلا دالشالار عمر يسول أخيرا دا نتل كينال براقال داروك إزروك إلامون توني جيشي أستا جندير أخير كين أبو الشالار مخل جاقا نجد ستسوكي دس حكم كين هبولب واتركوا تعميق التدبير في هذه الفانية هب دنيا الله شلت عرقوت العرب رعرك كان للشي هبيزي جنوش تلوغة دنيا الله شل أهوازل شاوات تزل تركون فأحسن التدبير تركوا التدبير بشنقل تك التدبير بقيلا الله استت أمون تكين نبويش هبوغو خدوبوغي قربوغي مسألة ولا تعودوا أنفسكم فوق أحدين نجرب نفس تسوغي دستسك وديب شون بيخوغي لأيت آدي عن الشنخ والله دون مريدوغو دون تصالروغو دون فلانا نصحب الشلوغو هم نجد بيخوغي نجد رك ادا سولارو دير امن عدنا سوچي هقارو دير كورغي كون عودروغو جنسا جاورا علي حاجة ولا ديرواز جندي هبجو تيزي بكم بقيلا كولا بيج إلا جندي كوميك هبينام والله يدو لابيزك ولا چانگي علم تصالر وچو حرست ساقي
Çangi murid abunju fulana maqamal da ugestesegi oçya suludu lebrak Allah hastat sebet adyanı bu kalinabu Khadu oçya schob tezegi tana hejelde gyana Allah jindir munal çuruna tegi Ebu nitlede tazi kulüjü vatsal ve la ta'udu anfusakum fawqa ahadin Tsuni gyastat at nujeda nujguri hugelet adyanaltun فرأس الإخلاص الأصل أن ترى نفسك دون الغير إخلاص هب كللا دودا تسوغدا سمون عدو عن الثنويخي في كل الأمور كنا نيجي أمر بزل وإياك والمسامحة في الفرائض منصونة دوتسا فريزة يبجو يثلت بيتشابي خانتها بيالدسان باشتغالكم بالسنن والنوافل سنة تزدلون من مشغولون وجنابون فريزة يبجو يثلتوتسك أرشان كابوغل وانيم جيني جابي زبوك غرال دسان كولا خلاعة الأسكار الهرولا تتسو مشكتاخ إمام زباس خدوب عما يسين تصالولا خد سينجي كاكبوك ولا أنتلو منو تشبارا قوق هابورا نتلدال حازي كولا واتسال حقيقة تلتا فريزة يم كاكتشيا سو خرم زمانيل والليبوك إن كل حقي كجب زمانه خدور خونغوس هارور الأسكار الشيبوس يكلب ابو نتلد الحازي كل جو أسكار الجهرغوس عدو ويتشان محكانغو لا إله إلا الله وحده ولا شريك الله هبيج أغو نتلد الحازي كل الله تسجونني لا إله إلا الله أبون Saç ugu ede'un abunani lam baç ulebki lamu takid etle Allah zabirugu Allah hiç uynabruh. Çanu khaleb abiç ebhetluk hanek kize qara'ru çita guru nivatulur. La ilahe illallah yedin gi abiç ugu ede'ize gi ede'un la ilahe illallah vahdehu la şerikallah abun aksa ma'na ki abun kiri şöliçiyes aksa da aqub azab guruk. Ve aleykum bil cema'a Tutsat atşabe cemaat aldalun Sayfullah Qadiyas Quddis Asiriyas Kanzul Ma'arif alda qawqe Avrada zulbişşun şiyab hebu ginabun Avraga sallallahu aleyhi ve sallamas hadis alda rekhsarab hebgi bukun Farakatu minal farl Surakat farz alda çiyasbale bil cemaat aldalun A'zamu indallahi min ihya'il layali ve savmin nahar Eblik abu gile çiyas قاسه سردوين عنك قد قوين عنك هبو العبادة تلدسك ولا يكون منكم الشح نجد قارون كي برخشبوك اوكي والخوف من الفقر مسكين كي يلتحنقي الله است توكل نجد لعون واتأمع للناس عدم الزجو يلتخول شوكي وتمني أنيشكي بوك اوكي أنيشال كي هريزة لعون كي لنوش أنيشال Haribu jaqabugem untiyaldasan Allah slik ab kham bat haginavul net sabul hedin bit unecin Allah slik ab khalib amal kheginavun brigadir slik ab khaj kham bat hagin abulubutsuyas khurugi halt ichugu mutsal ikhtilat kefalda keçma qanalda givuk brigadir shivgosiye qalib الخانة ابن عطايلة الإسكندرية قدس سيريس الرجاء ما قرنه العمل خلبك العمل كن صدق بك أولجو وإلا فهي أمنية عمل جهبيج أقوهب أنيش بك أولينام فلا يكون لك إلا ما قدره الله تعالى قبل خلقك Duya Allah asmun wijiz an çeza bura gurib ju duya buk ulari le kanu kant ezetlanik وكن مع الأسباب دوتس أسباب الحلط إزره ليصون عرضك دوتس دور چست أونيزه ووجهك دوره مرجز أونيزه من غير أهلها هلل أهل غرل عدم سنينم أسباب چياس حلط إزريله أبولا أسباب ده موج أنغوت إعسام بقيله أما أسباب ده موج أيجي شرك بقينامون كيموجم شجعدنا الحكبت شلما خولد الحزي كولا ردال كرب عرشنا خريط سغولية عكتت سغ بقاني دقا حبرك كولا في الله سنغورك أسباب الغوش حالت إزاري لديار كالشيجي عبي لعكاجي بيتشي لعكاجي غيلا
أما اعتقاد وصل الله استبوك إنشة الله استبوك إجونني الله وصل عكا حورا بزبيولا الله استبوك إجوني الله وصل عكا جوزبات أميزبيولا الله استبوك إجوني وصل عكا كلاخة كزبيولا نتلر اعتقاد الله استبوك إيجي أسباب الحوت إزاريجي Ebu Nitleda Sayfullah Qadiyas Marshulivju Quddisa Sirias Khulbuku Hamtut Sebediye Dars Shumbuk Inin Khadub Nujaygi Kinna Zebu Dars Shumbuk Inin Ra'araze Nekaraze Walhamdulillahi Rabbil Alamin Büyünekski yolda Kudiye Sul Mavlidesi Akafli Habura Kumek Habura Sunda Shumbukunigi Haskoçuk Esezigi Sayga Shumbuk İzi Чугаси кудия суруга хадна рааби дица росабазу цар ахиларо даруи хабули врецбақ гурешу баркалаги кела улук қабазе адлу тадбира дас вақтун халтарал олгу хазирунал канай зарурал керал шулафлаги пуарзабазу шафиасу мавлид бертин хабизе бертин шлик ачара васал чақхайги расул қадухау мукараб сафар мусафирал наджур аджрашун қайги Alcana şu kobi sagatki Harun şpey nücürüxil ahiret Allah. Xaral umumuzul halsik habural halal segi nücü rizvanul akbar. Naqi khut arada barakat kişun barkat hiç ilasatun khut agi. Khaliq as ruhiye beçeşigitun kimal qizabaza nur bazabegi. Nurgun sadaq boga ibadat dingun dinashul halavat nasib habegi. Habibas tejodur intisal bugel أهل تصوف أدرك أو تشورجي روح كون سر يسلو أسرار الجشان كم عديد أك أجي هبلي بتاعت عقل حبور غرال بتقول جزدا حد أزد قوي كنت وبلا سفر سنية بس أدوجزي أدعدين شخولت أدي بركات والله بزو مطلوب سلو بترهن قبولها بدوت مولد النبي قيام السلقيات عرسة هذا درج شفيع وشي شفاعة شيء Nücede sankarab ungut iyalda asasuha halbal hari nücede ade hari yaşki dande şöyle ko dünya uruk karabrak elbaç agi dua nücede san cevap dudasan dande keze habe hadara Allah hidayet ki durgu hukmu ki durgu halqolu ki mungur hanjida ya Rabbi necir Allah ahime wududekhun Ahmed el ummata fi urgal biya habeyan Balahut asarosun adi rahmet tadriçan ahal ruh haşiyolu gruhet ikun habiyan. Hab akhir zaman aşlo zayıfa nice ruhal ajah haşlo tsidasan sunedut sabit irhan dur tsibasu ad işi urqi hiç bugas ve halmag hiç ruqatlu qarishit asabosi. Olgu mu'min zabazu rekesi iman gitun. Allah munal ahule hukal qad ize toge. Ahmed gun dande sülel daraja bigirit kun. Ruh basülef saadet nasib habi. هو يسره قرين هروجي الله أخير زمان يشو علامة أتوموجين هو أستغفر الله شكر الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله هو أستغفر الله شكر الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ربي برسن هبي حبيب صوخوف روح وإن الله حزر شون صلاة سلام الله شون يا ربي رزق شون تلاقي حبيبة سو شفاعات هم نجل مجلس صلاة دشار وشينا زي أمين الله يا الله أمين الله يا الله الله حبيبي شرح أنا شرح بيجي العبادة التبرك لجي شاهد ساحيت لجي أخير كذا لجي الله سيا الله أرزانك الله مريجي الله سيا آمين 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 شو بدك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.